Валерий Васильевич, добрый день. Здравия желаю, товарищ Верховный Главнокомандующий. Валерий Васильевич, знаю, что у вас есть информация по последним событиям на Курском направлении. Каковы результаты боевой работы за прошедшие сутки и за весь предыдущий период? Товарищ Верховный Главнокомандующий, сегодня освобожден от украинских подразделений последний населенный пункт на территории Курской области, село Горналь. При этом особо отличились подразделения 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии, 810-й и 40-й отдельных бригад морской пехоты, 177-го отдельного полка морской пехоты и 1427-го мотострелкового полка. Таким образом, завершен разгром вооруженных формирований вооруженных сил Украины, вторгшихся в Курскую область. Планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву нашего наступления на Донбассе провалились. На начальном этапе операции продвижение противника вглубь нашей территории было остановлено с последующим сокращением площади вклинения. Украинские подразделения вынужденно перешли к обороне. В дальнейшем нанесением встречных ударов с флангов вдоль государственной границы двумя десантными дивизиями 76-й и 106-й, а также действиями 155-й и 810-й бригад морской пехоты, основная группировка вооруженных сил Украины была изолирована, а в последующем рассечена и уничтожалась по частям. Наиболее активная фаза операции началась 6 марта этого года. В результате наступательных действий соединений и воинских частей группировки «Курск» одновременно на всех направлениях, а также прорыва в тыл противника силами подземного десанта в составе добровольческого формирования «Ветераны» личного состава 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го стрелкового полка и отряда специального назначения «Ахмат» по трубе газотранспортной системы, оборона вооруженных сил Украины обрушилась. Начался хаотичный отход украинских подразделений, и в течение 5 дней площадь вклинения уменьшилась в 2,5 раза. В ходе дальнейших действий немногочисленные остатки украинских элитных подразделений были разгромлены и выбиты с территории Курской области. За время операции противник понес значительные потери. Для поддержания численности своей группировки на уровне около 60 тысяч человек был вынужден постоянно перебрасывать на Курское направление резервы и подразделения с других участков. Общие потери формирования вооруженных сил Украины составили более 76 тысяч человек, военнослужащих убитыми и ранеными. По сути, выбит один состав первоначальной группировки противника и даже больше. Уничтожен свыше 7700 единиц военной техники, в том числе 412 танков, 340 боевых машин пехоты, 314 бронетранспортеров, около 2300 других боевых бронированных машин. Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики, которые в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки вооруженных сил Украины. Солдаты и офицеры Корейской народной армии, выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими, в ходе отражения украинского вторжения показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм. Товарищ Верховный Главнокомандующий, в настоящее время в освобожденных районах Курской области проводятся мероприятия по выявлению одиночных военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на российской территории. Проверяются лесные участки, подвальные помещения и заброшенные строения. Местным органам власти оказывается помощь в восстановлении мирной жизни. Инженерными подразделениями группировки «Север» и Международного противоминного центра военно-инженерной академии
проводится сплошное разминирование территории и уничтожение взрывоопасных предметов. Полностью проверено и очищено 19 населенных пунктов. К данным работам привлечено 110 групп разминирования, это более 1000 человек личного состава. В соответствии с вашими указаниями продолжается создание зоны безопасности в приграничных районах Сумской области Украины. Освобождено 4 населенных пункта. Общая площадь контролируемой территории составляет более 90 квадратных километров. Кроме того, в Белгородской области подразделениями группировки войск «Север» завершено уничтожение украинских диверсионных групп в районе населенного пункта Поповка. Проводится поиск и ликвидация отдельных военнослужащих ВСУ, скрывающихся в приграничных лесополосах. На остальных направлениях объединенная группировка войск сил продолжает выполнять задачи в соответствии с замыслом специальной военной операции. Доклад закончен. Валерий Васильевич, на протяжении нескольких месяцев вы регулярно докладывали мне о ситуации в Курской области и отмечали наиболее эффективно действовавшие наши подразделения. Не могу не назвать их сегодня. Еще раз, это 76-я дивизия ВДВ, 234-й десантно-штурмовой полк этой дивизии, 237-й десантно-штурмовой полк и 104-й десантно-штурмовой полк этой дивизии. 106-я воздушно-десантная дивизия и ее 119-й парашютно-десантный полк, 137-й парашютно-десантный полк, 51-й парашютно-десантный полк. Это 56-й десантно-штурмовой полк 7-й десантно-штурмовой дивизии. 2 полка «Ахмат», 204-й полк спецназначения «Ахмат» и 1434-й мотострелковый полк «Ахмат». 22-й мотострелковый полк 72-й дивизии. 11-я десантно-штурмовая бригада. 83-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Наконец, морские пехотинцы наши. Славные морские пехотинцы. 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота. 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота. И, конечно, вы сейчас только что сказали об этом, добровольческое формирование ветераны, которые осуществили дерзкий подземный десант в район Суджи и создали условия для ее полного освобождения. Поздравляю весь личный состав всех воинских подразделений, принимавших участие в разгроме неонацистских формирований, вторгшихся на российскую территорию в Курской области. Авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесенные противником огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащенных, в том числе и западными образцами техники силами ВСО, а это штурмовые подразделения, спецназ, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения. Полный разгром противника в Курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима. Поздравляю весь личный состав, всех бойцов и командиров с этим успехом, с победой. Благодарю вас за проявленное мужество, героизм, за служение Отечеству нашему и народу России. Спасибо. Служу России.